Испытано на себе. Что, друзья, всем привет! Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Сегодня у нас среда, а в субботу уже состоятся соревнования, которые называются «Ленский трофей 2025». Вот, и сегодня мы в компании с очень опытным рыбаком Андреем. Андрей, скажи привет. Всем привет. Вот, и у нас такой тестовый выезд, чтобы посмотреть приманки, места, ну и в целом немного подготовиться. Мы уже за кадром освободили лодку. Лодка была загружена разными ненужными вещами, как палатки там, и так далее. Вот, в общем, сегодня выдвигаемся, посмотрим, что нам сегодня даст сегодняшний день. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. На первое время я приготовил, просто попробовать. А дальше уже будем смотреть, на какой тип приманок будет лучше клев. И уже подготовим побольше каких-то определенных. В общем, я работаю по окуню. Стратегия такая. Руслан по щуке. В одних и тех же местах проверяем разные приманки, разные оснастки. И делаем заметочки себе на тур уже. Так, пока Андрей уже закидывает. Я еще не закидываю. Пока готовится. Это уже подготовка. Так, сейчас Андрею покажу свои спиннинги. Он сказал, какой оптимальный. Тут есть какой-то еще половинка спиннинга. Бывает такое. Так. Грузики рабочие. Наверное, G3 пока поставлю. Вот смотри, ТС-725 вот такая есть, Максимус. На щуку она пойдет? Ну, нормально, нормально. Нет, она сломанная. Или нет? Сейчас посмотрим. Так, вот она, половинка хорошего дайва, по-моему. Так, и еще один. Еще одна. И 7.28, кстати. Почти собранная. 7.28 тоже нормально, да? Самый ходовой тест функции здесь у нас. Ага. Так, раз он собранный его. О, сколько сигналов. Сейчас проверим. Есть. Что, мы, кстати, встали. 0 скорость. Что встали? Встали на якорь. Ну. Сразу, да? Не зачетный, конечно же. Он еще и отвалился. Сорвался. А какой, думаешь, перспективно покидать? Вообще, любая может сработать. Так как вода сейчас немножко мутная, поэтому я приготовил либо вот яркие, да, либо фиолетовые вот эти оттенки. Они хорошо видны. Вот оранжевые тоже хорошо видны в мутной воде. Ну, попробую что-нибудь сначала среднего. Давай вот это вот. Давай. Такое. Да. Хорошо. Рака вроде нету. Так. Не помню уже, собственно. А вот это, она так и должна быть, да, внутри? Да, Ага. все готово, просто цепляйся и бросай. Вот я, кстати, в основном на вертушке, на блесна, а вот такие для меня это загадка. Научить. Теория джига правильно. Ее надо, чтобы она по дну шла, да? Или? Да, основная ее проводка джиговая. Это опускаешь на дно и делаешь 2 оборота, пауза, ждешь, когда утонет. Утонула, вершинка либо у тебя отыграла, либо ты по шнуру увидел, что она на дне. Подождал пару секунд, 2-3 секунды, и снова 2 подмотки. И так далее. Понял. Подмотка, пауза, подмотки, пауза. Это классическая, самая классическая джиговая проводка. Освоишь ее, и дальше будем тренироваться. Другие. Так, Андрей уже что-то поймал, посмотрим. Окунь. Не сильно большой, конечно, но крупнее предыдущих, которые сходили. Причем зачет идет от скольки сантиметров? 30 сантиметров. 30 сантиметров, наверное. Это есть 30? Здесь, наверное, нету. То есть, не наверное, здесь точно нет.
Ну, еще больше. Так, сегодня у нас мы не на соревнованиях. Домой хоть жене покажу, что такое рыба. Да? Такого окуня можно на сковородку. Опа. Все, первый есть. Так, давай его сюда поставим. Ой. Вот так вот делают мелкий окунь обычно. С крупными приманками более. Ну, это и то мелкая приманка, но для местного окуня это, видимо, крупная. Забрасывает хвостик и цепляется. То есть он ее как бы Он ее бьет. поклевывает? Да, он ее бьет, она сбивается. Бывает просто с крючка сбивается, бывает вот так вот хвостик закидывает, если длинный хвостик. А у меня есть, уже выявилась небольшая проблема. Это катушка, так как я буду в основном по щуке, то на катушке очень мало лески. Поэтому разматывается очень быстро. Андрей говорит, если какая-нибудь такая серьезная щучка возьмет, она может за секунду размотать много метров. Да. Главное успеть среагировать. Поэтому сейчас эту катушку поменяю на чуть побольше. Я, друзья, так как сегодня у нас уникальный случай, когда такой опытный рыбак, как Андрей, мы с ним вместе выехали. Вот я даже не успеваю. То есть очень вся информация очень интересная. Вот сейчас рассказывает про какие-то поводки, струна. Да, есть такие поводки струна, скрутки. То есть привязывается напрямую одним концом к шнуру. Второй конец разматывается. Очень легко, я тебе сейчас покажу. Туда надевается грузик и обратно заматывается также. То есть чем меньше соединений, тем снасть считается надежней и проще. Соответственно, меньше будет цепляться всякой травы, водорослей, если они есть. Ну и меньше шансов, что что-то тебя подведет, какой-то узел. То есть карабин, какая-то застежечка, какие-то зажимчики бывают, разжимаются, да, все это. А здесь просто две скрутки, очень надежное соединение. И как бы все. Ну вот на поводке же там обычно есть такая штука, которая как бы крутит, по-моему, нет? Это совсем не обязательно при ловле джигом. Вертлюжок называется. Вот он. То есть, когда ты ловишь джигом, да, он тебе не нужен. На вертушке, да. Но если на блюсенький. Сейчас попробуем тебе сделать. Я, наверное, с собой домой заберу сегодня и это перемотаю. Ну да. То есть этот окунь, которого мы поймали, он не зачетный. Сейчас прокатим. Что места интереснее есть. Мы практически до вышки довели, по-моему, даже не практически, а довели. Конечно, бывало такое, что щукой 25-сантиметровый поводок заглатывала так, что откусывала его полностью у моих знакомых. Я-то сам с лодок не особо опытный. Вот Руслан сказал, что я опытный, но я в основном береговик. С лодок якутских у меня это будет первый опыт. Есть только теоретические знания, и вот мы их попробуем использовать на практике. Вот этой стороной, получается, привязываешь к шнуру, где он наглухо замотан. Узел показать тебе? Слушай, да, потому что... Просто давай тогда сначала сделаем так. Сначала здесь покажу тебе. Ты берешь просто вот так вот и разматываешь вот так вот. Все. Приманку. Так, какой-нибудь, давай. Оранжевую. Давай оранжевую. Запихал ее сюда. И обратно замотал. Держит, да? Да, крепко держит. Никто ее не оторвет. Все.
Видишь, какая красота. Теперь шнур. Так. Довольно быстрый, надежный узел, которым я сейчас чаще всего пользуюсь. Питсон называется. То есть протащили в ушко, вот так вот положили палец, сделали петлю. Так, подожди-ка, сейчас. С этой стороны вот так вот. Так, пропустим. Да, сейчас у нас тут длинная приманка, маленько неудобно. И оборачиваем так вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, достаточно будет, потому что шнур довольно толстый. И протаскиваем ее, этот кончик свободный, в петлю вверх. В эту, которую мы делали пальцем. Смачиваем. За оба кончика держим. Затягиваем. Все. Очень надежный узел. Меня пока ни разу не подводил. Ну и лишнее отрезаем, естественно. Быстро и надежно. Не сильно большой, просто бой. Клюнул, да? Очень сильные удары были сначала, да. Но сейчас я чувствую, что он не крупный. Ну, на жареху пойдет? Пойдет. Конечно. Опа. Да, я положу. Оп. О, Тоже получше. Но сдается мне, что все равно не зачет. не зачет? Да что ты будешь делать? Давай на всякий случай померим, чтобы ориентироваться. Давай. Так, замеряем от носа до... Тихо, тихо, тихо. До середины получается оперение хвостового. 24. 24. Ну вот на 6 сантиметров больше нажило. Где-то вот так вот, грубо говоря. Ну, нормально. Я думаю, перспектива есть. Тем более, что этой точки не было лишней у кого. Получается, мы ее сами с собой нашли. Да. Это наша точка будет. Так, пришло время поменять приманку. Так, значит, мы разматываем. Так, так, так. Угу, о, снял. Это я новую сделаю полностью. А, да? Кстати, процесс тоже интересный. Ну, смотри, могу научить продевать двойники. Вот сейчас, подожди-ка, сейчас это я положу. А, у тебя здесь двойники стоят? Тройники. Там А, тройники, тройники. да. Есть, но есть и двойники тоже вот некоторые. Ага. Двойник, ну, понятно, лучше, чем одинарник. Маленько его разгибаем вот так вот, чуть-чуть. Вот. Берем приманку, меряем, где примерно заводить его будем. Вот здесь он заканчивается, да? Здесь мы его и заводим. Вот так заводим. Сначала протыкаем. Потом сюда. Вот. И Нос. ушко выводим к носу, да. Все, вот. Ага. Это и щучка возьмет, если будете охотиться. И окунь такое тоже очень любит. Сейчас подберу тебе груз. А, груз еще нужен, точно. Ну вот, 8 грамм здесь будет достаточно, здесь глубина небольшая. А, по-моему, у меня есть такие уже там. Что-нибудь такое. 8-10 грамм. Вот тоже 8. Замечательно. Все. Цепляй. Спасибо. Должна быть рабочая. Ох, ничего себе, выпрыгивает аж малек. Так, место, значит, перспективное, да? По-моему, да. Я первого заброса попал на руку. Сейчас главное понять, где он тут примерно трех привязан. А так-то очень большая заводь. Видишь, что прям до туда идет. Угу. Это мы только в начале у фарватера получается.
очень Не крупную поверхность. холод у нас. Либо какой-то планктон плывет. Это мелочи, стая мелочи. Стая мелочи. Так, у Андрея еще. О, Карта чуть-чуть побольше. Но все еще не 30. Вроде бы. сейчас замерим. Аю! Колючий. Так, ну-ка, сейчас. Рулетку тогда уже под руку где-то класть. Там они нам дадут А, свои рулетки дадут? свои, да, чтобы у всех одинаковые было. Ну-ну-ну. А, кстати, да. Можно... Ой, ой. Фух, чуть перевязалось. Тихо, стоп, давай. Да что ж ты? 26. 26. Грубо говоря. 26. Так. Ну уже приятно. Вообще уже да. Слушай, ну дома домашние будут рады. Маленького можешь отпустить. Нафиг тебе такой маленький? Я думаю, еще поймаем. Слишком маленький, да? Я его сейчас, наверное, не выловлю. А ну смотри, А, нет, вот поймал. Ну, маленького отпустим. Опа, живи. Ну, тормоз. А, Это слишком расклад. дергает. Нет. Нагрузка есть. Перестал биться, да? Бороться. Ой. Хорош. Спасибо. Поверху вел? Да. Вел поверху и окушок. Ох, какой. Так, надо запомнить. Он в ту сторону кидал. Это еще не похоже везде вокруг. И всегда пытаешься вспомнить, с какой скоростью проводил, и не помнишь. Да. Оу, сорвался. Срался? Ай, хотел его поближе снять. Я тоже хотел подвести поближе специально. Да, давай. Вроде побольше, да? Да, кстати, Вот больше. я говорил, что надо будет поменять приманку. Не держи его так. Ты боишься, что он идет? А, ну я-то просто привык отпускать, да, мне как бы. Хотя бы они здесь есть, мы теперь знаем. И можно ехать дальше, точки проверять. Я понял, как их доставать. Уже будет даже нам с тобой соорудиться на окуня обоим. У тебя же есть тоже палочка 28 грамм? Или это она и есть? Это она есть? Да? Ну, на нее можно поставить приманочку. Но есть меньше, 27 есть. Не, нормально. Показалось, У что меня она это до 24 грамм. Так, замер. А, тихо, 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 тихо. Два сантиметра не хватает. Чё себе? Да что так? Ну, Серьезно? надежда уже. Осторожно, отлезь. Ладно, еще. Мы тут, у нас еще не в зачет, а для рыбака-то неплохо уже. А время тут? Время 12. Ладно, давай еще один заброс. Давай. Поедем в следующий путь. Так, надо прям здесь тогда подставить будет две точки. Ага. Потому что вот я понял, куда отсюда бросать. Сразу был. Так, сейчас я пока точку поставлю, пока не забыл. Так, как ставить точку? Вот так вот. Символ. Рыба 2. Так, поставим.
Тут, оказывается, есть иконки рыбы с баллами. Максимально 9 красная. Что-то шестерочка желтенькая. Ну, примерно. Так. Температура воды 14. Я, кстати, похолодало. Много такой подделок. Почему? Очень хорошо. Короче, сейчас объезжаем вокруг вот эти пески. И вот там она тоже недалеко. И потом будет еще одна там недалеко. Последняя. Короче, что-то пешка там. А я специально так это... Теперь не дергает. Что-то маленькое было. Не, он тяжело идет. Он... А, вот он? Угу. Ой. Так, такого я уже отпускал. Можно отпустить. Еще же есть. Типа... Ой. Не крупный? Ну, не такой. Такой же примерно, как те, да? Ага. Нам тренироваться с очком работать. Давай, сейчас я его... Это будет более безопасно, что один бросает, второй спиннинг. Давай. А, он сошел. Слышал, эх. Короче, надо его размотать, Да, сейчас я его... чтобы он был. Потому что это может нас уберечь. Обидно будет. Мокрый пойдет под лодкой. Не щука. Ну да, или что-то. Так, я его, правда... Так. Тут... Телескопический. Так, а еще есть? Или нет? А, это у меня... Да хватит же, да? Просто у него еще одна секция была. Да, хватит, конечно. Куда будет? Так, тут закреплено. Наготове. Поменьше. Чисто для тренировки. Давай. Смотри, как это делается. Ты опускаешь сачок в воду. Ага. Прям все. Я его туда завожу. Все, вот момент ты делаешь. Опа. Сам ты не ищешь рыбу, не пытаешься, потому что она боится. Ты заводишь. Да, я завожу. Все ясно. Ну, маленькое движение делаешь в конце, вот, конечное. А вот так вот не водишь там, вот, не пытаешься. Ну. Все. Короче, как рыба там и сразу это, да? Рыба там. Нет, вообще, знаешь, я тебе сейчас покажу. Надо подготовиться тоже, потому что вдруг мало ли что попадется что-то хорошее. Допустим, ты щуку поймал, да? Угу. Сюда. Хорошая, если щука, ты сразу просто делаешь вот так вот. Она вниз падает. Ты сачок вот так вот как бы поднимаешь, не полностью выводя из воды. Вот, а она мешком туда провисает. Вот, и все, и у нее мало шансов выбраться. То есть ее не надо как сачку, ну как бы Да. поднимать вот так. Вот так вот На изгиб. она обычно изгибается и выпрыгивает из него. А тут она у тебя в мешке получается. Ну, сачок, правда, мелковатый, но все равно это будет лучше. Она как бы в мешке, и у нее меньше шансов выпрыгнуть, потому что пространство меньше. Закрыто она. Да, когда поднимаешь так вот, очень часто это большая ошибка. Либо сачок бывает ломается, если не прочный. Сачок тоже, ну, выдержит, конечно, если не десятка больше. Вот. Либо она оттуда сама выпрыгивает. То есть сразу вот так вот и вот так вот поднимаешь поднял. сюда. Все, понял. Так, пусть тут лежит. Так. Надо коптилку забрать с гаража. О! Ого! О, это хороший. Однако. Ничего. В этот момент я должен положить свой спиннинг, вымотать, положить. А он какой-то это? Или он... Сильный. Может, я его еще тогда подловил просто? Так, по дну. Ну, поднимаем. Поднимаем. Вводимся. Все. Опа! Тип того. Огонь. Огонь. Это так, для тренировки чисто. Такого, конечно, можно поднимать. Но если будет однозначно зачетным, то лучше работать с очком. Да. Это не зачетный. Это нет. У нас там большой, 28 сантиметров. Ведро маленькое. Оказывается. Я когда его взял, это
Там ребята, которые на горный ездим, они угорали, говорят, Конечно, для горных это сейчас. Я говорю, да я тут для реки, для Лены. А я его неправильно делаю, да, что он чуть-чуть... Нет, так не надо сильно. Я как, допустим, вертушку кидаю, ослабляю фрикцион, чтобы он как бы, на вертушку не срабатывал. Просто слышно, что идет. Чтобы рыбу поймал. А? Надо по предполагаемой рыбе его примерно затягивать. А, да? Да. Потому что это может быть причиной схода, особенно щуки. Ты ее не просечешь, Угу. и все, и она сойдет. Окунь-то ладно, у него там пленка, он просекается. Так, друзья, вот эта вся съемка сейчас происходит. Это каждый заброс почти рыба. Вот, сейчас Конечно, не зачет. Да, я подниму. поднимешь? Зачет. Ну, хороший, приятно. Хороший, приятно. Ничего себе. Берем такое. Ничего себе. Ты открыл мне прямо глаза. Или я не тем ловил, вертушка все-таки, видать, не то, да? Закупку больше для горных этих. Еще? Сразу, я говорю, тут долго сразу. Ну-ка, порепетирую. Большая, нет? Какой же сидит? Репетиция. Вот среди этой кучи среднего окуня может залететь здоровый, поэтому придется вот так стоять, ловить. Опа. После этого, знаешь что, если здоровая, особенно рыба попадается, надо сразу вот так вот откидывать дужку, чтобы не было натяжения лески, чтобы не сломать кончик удилища. То есть ты заводишь же она. Да, только после того, как рыбу опустил, Угу. отцепил, защелкнул, уже дальше пошел. То есть, когда она уже в сачке, тогда только дужку отстегиваешь. Угу. Ох, не отпускает. Смотри, как заглотнул вообще. Ну да. У него длинный этот хвост. Длинный. Ну, если хочешь, давай. Для тренировки. Завел. Опа. Пушку откинул. Так. Угу. Там уже архивация данных происходит внутри ведра. Вот это получше уже. Получше, да? Сейчас. Я, может, просто сачок буду держать. Так, бликует. Видно тебе? Идеально. Но не 30, да? Не 30. Ой-ой-ой. Ну, количество еще на одну. Давай. Две осталось у нас. Проверим. Это вот тут азарт. Да, азартно, не говори-ка. Сейчас, держи. Бросай за борт. Сам. Подожди, а ну, О, хвост откусили. Я, получается, на беспоставе поймал. Бывает и ничего себе. такое, ага. Там не зацепилось это узел? Да вроде нет. Чисто ради эксперимента можно попробовать. Без поста бросил. Все, утонуло. Есть? Да ладно. Вот когда окунь жёрный жрет, вкусно. когда окунь жрет, да, и когда его много, то вот так вот. На приманку особо не имеет значения. Можно и на... маленькие. Пускай. Поехали отсюда. Пустим. Короче, сейчас точку поставлю точно. Давай. В общем-то, я думаю, когда мы все отловим, то что, не будет у нас больше никаких вариантов. Мы просто едем сюда и прямо от начала Кури вдоль берега вот так вот идем вниз и бросаем вот так вот перпендикулярно к берегу. Где-то щучка может лететь, нефиг делать. Но опять же, это если мы закроемся окунями. Если мы окунями не закроемся, то, я думаю, есть смысл вставать либо здесь, либо там и просто долбить этого окуня до посинения, пока не попадется в зачетный. Ну, дай-ка туда попробуй. Туда кидал, да? Вот туда. А далеко не надо. Вот они, прям под ногами. Нормально. Надо подождать, да? Вот, оставь. Да. Как хочешь, можешь не оставлять. Не имеет значения, здесь не ловится.
А ты проводил по дну, да? По дну 2 оборота таких плавных. Раз, раз. И опускай на дно. Как будто не упало, да, еще или упало уже? А тут местами почему-то течение иногда есть, иногда нету, непонятно. Оно, видимо, где-то под Завихрение. низом. Вот оно, видишь? А, вот упало. Вот, да. И ты то чувствуешь, что не чувствуешь. Непонятно. Упало. Дай пару секунд ему полежать. А, Он бывает на. о, Вот он. Есть. ничего себе. Надо подсекать. Окунь надо подсекать. Ну и щуку тоже. Чтобы он Если ты щуку не подсечешь, она посойдет. Надо прям полечил. надо привыкать надо, да. Если ты судака не подсечешь, то вообще его никогда не поймаешь. У него такая костянистая пасть твердая, там прям сечь надо за уши вот так вот. Ее надо проколоть, пробить пасть. Поэтому это может быть стать причиной исхода обидного. Сам лучше. А, давай. Подержи. О, зашла прям. Да, доставает инструмент. У меня, кстати, эти ножницы тоже... Ножницы как-то называются, наверное, да? Ну, вообще, есть вот этот хирургический карцанга, у меня вот он. Карцанга? А, да. А это просто посыпи же. Но нет, у меня тоже эти карцанка где-то лежит. Ну, у меня еще инструмент есть, он в ящике тоже лежит. Как бы мультиинструмент там для заводных колец, для зажимов. И ключи вот так вот из рыбы тоже. Всего я стал воблеристом. Ой, воблеристом. Это Джиговиком. джиговиком. Да. А воблер это другое. Это же Это пластиковая приманка. она как бы по разные. Пластиковая приманка с лопаткой обычно. Если вот, допустим, мы не поймаем зачетного окуня, что стоять его долбить до посинения, искать или делать ставку хоть на какую-то. Друзья, сами соревнования, это, конечно, нужно выбрать правильную тактику. Ну, пока вот Андрей предлагает зачетных окуней поймать. Попробовать. Пока мы ни одного не поймали, но близкие есть. 2 сантиметра нам не хватает. Да. И потом уже искать щуку, да? Либо... Да, я даже думаю не то, чтобы искать ее. Вот это место неплохое. Я думаю, здесь щука должна быть. И то есть объездить все окуневые места, оставить буквально пару часов на ловлю и которые в конце уже закончить именно в попытках поймать щуку. А основной упор, конечно же, сделать на окуня. Все-таки его больше. Щука, конечно, если у кого-то бонусная будет, она принесет ему, да, сразу, скорее всего, на пьедестал. Но на окунях шансы чуть-чуть больше. А получается, что мы, допустим, ловим окуня 30 сантиметров, 35 он вышел, например, да? Он идет в зачет и плюсуется потом вся длина всех рыб, да? Да, за 2 дня будет плюсоваться длина всех пойманных зачетных рыб. Вот. Ну по факту, если мы сейчас не зачетные, ну, вот, допустим, взяли бы, ну, много, да, ловится, то у нас был уже приличный был бы размер. Не зачет не идет. Ну, я понял. Вот в чем дело. Нет, да. я имею в виду, если бы... Если бы они были зачетные, то да, конечно. Да. Но максимум 5 можно предъявить. 5 рыб. 5 рыб. За один день. 5 рыб первый день, 5 рыб второй день. еще ограничение по... Да, и потом они складываются вместе по итогам 2 туров. Так, ну вот тоже коса получается. Наверное, есть смысл лук побросать сейчас, заикариться, а потом косу попробовать. Давай. Прям туда, да? Да. Тут специально в окуневую коробку. Теперь не могу найти. Вот он, нашел. Надо их отдельно положить. Оп. Ача. Ой, хорошая, не?
Ложки. Норма вылова по окуням есть, интересно? 15, по-моему, на человека. Нормально. Что-то тяжелое как будто, да? И не дергается. Это щука, по-моему. Бери подсак. Вроде дергалась. Рыба? Не, может быть, трава. Нет, дергает. Возьми подсак. Где? Подсак, вот он. Где он? Вот он. Вы как раз вовремя. Опа! О, Ну, привет. мы спорим уже. Только приехали. Поймайте хорошо. Да, окуней вон ведро только наловили. Он нормальный этот в фоне. Руслан. Вчера вообще шляпа. Мы лотком съездили вчера. Ага, ну вчера Орехов говорит, тут тоже шляпа. Они говорят, 12 окуней поймали за весь день. А сегодня не скажет, забросили на тех же местах. Я ему сказал, где мы ловили. Он говорит, я там же ловил, говорит, ничего не было. На мой взгляд, тестовый выезд удался. Андрей, как береговой рыболов, потренировался ловить с лодки. Мы подыскали перспективные точки для турнира, а я понял, что нужно перемотать свои катушки. Пополнил опыт ловли на джиг. Была отработана техника использования сачка, и самое главное, мы поработали в команде. Ну и большой плюс тестового дня — это то, что домой я приехал с неплохим уловом, и на ужин у нас был копченый окунь. Уже в следующем выпуске передачи «Испытано на себе» вы узнаете, как прошел турнир «Ленский трофей» для нашего экипажа. Испытано на себе.